событие, которое никогда в рамках кинофестивального горизонта еще не происходило. Сегодня будет презентован музыкальный. Насколько мы понимаем, сегодня к нам приехала еще и солистка группы, для которой снимался этот клип. Поэтому завтра вечером уже в рамках награждения, закрытия кинофестиваля этот клип будет показан премьерно, его еще нигде не показывали, поэтому этот эксклюзив вы сможете увидеть завтра. Ну а сегодня можно расспросить наших уважаемых гостей, как это снималось, для чего это делалось и сколько это стоит. В общем, любые каверзные вопросы, на которые Алексей и Живика расскажут. Да. Хорошо, я тогда тоже начну. Добрый день, спасибо, что вы все пришли. Я представлюсь сначала. Меня зовут Дубровин Алексей. Огромное спасибо городу Воронеж, огромное спасибо лично, Женя Лебедь, тебе. Я уже второй год здесь в жюри, я режиссер-продюсер, я возглавляю компанию Дубровин Студио, которая занимается кино-видеопроизводством. И также я еще генеральный директор образовательного проекта «Школа Клипмейкер». И сегодня действительно такой для нас беспрецедентный случай, когда мы презентуем музыкальное видео на кинофестивале. Это, по-моему, замечательно и здорово. И я подробно расскажу о процессе, о работе, но сначала я хочу представить Ежевика Спиркина. Прошу любить и жаловать. Это идеолог группы «Ойми». И буквально пару слов, мое мнение, что группа «Ойми», она работает в таком жанре, как world music. Очень трудно с такой музыкой в этой стране пробиваться, очень трудно ей заниматься. И прошу журналистов прям вцепиться в Ежевику, потому что она не только музыкант, она еще настоящий этнограф. Это значит, что они с девушками, со своим коллективом ездят в экспедиции, собирают материал. И я знаю мало групп, кто занимается сейчас фолк-музыкой, да, и этническими проектами, кто действительно ездит в экспедиции. В общем, это человек, который знает о том, что он делает, о том музыкальном направлении, наверное, все или почти все. Поэтому давайте я предоставлю слово Ежевике, и она расскажет, я думаю, про сам проект, про его идеологию и конкретно про песню «Вая». Я хочу вас поприветствовать по-эрзиански. Это один из мордовских языков, коренных языков современной территории Мордовии. Весенень, Шумбрат Весенень, Шумбратада Весенень. Здравствуйте всем. Я руководитель коллектива «Ойми», что в переводе с эрзианского языка означает «душа». Мы поем, в основе у нас эрзианские макшанские песни. Естественно, мы все это, так скажем, мы импровизируем, это world music, поэтому мы, не могу подобрать слово. Интерпретируем. Да. Интерпретируем и в итоге все это выдаем, конечно, со своей фантазией. Но в основе, опять же, поскольку я этномузыколог, и у нас девочки в коллективе, большая часть этномузыкологов, поэтому мы очень бережно относимся к традиции. То есть сразу говорю, что это не совок, это не лубок, фольклор такой лубочный. Я это не особо люблю. Как говорится, каждому направлению есть место в этой жизни, есть поклонники. Чем, наверное, знаменита Ойми, если уж так говорить как бы глобально в мировом плане, то есть это первая российская группа, которая удостоилась внимания законодателю, одному из законодателей стиля world music, обладателю Грэмми, французской команде Deep Forest. Это первая российская коллаборация, вообще коллаборация с российской группой. Конечно же, очень нам почетно, потому что, во-первых, это мои кумиры подростковые, и это тот случай, когда мечты сбываются. То есть где-то 5 лет назад я на студии звукозаписи Владимира Осинского, где делается наш продакшн, и Владимир Осинский является, кстати, саунд-продюсером группы «Ойми», я озвучила такое как-нибудь с Deep Forest'ом, конечно, это такая мечта. И как-то так получилось. Если интересует информация, вся информация есть в интернете, как мы там познакомились, как чего. И, в общем-то,
Почему я еще сейчас нажимаю так на Deep Forest? Потому что эту песню, то есть оригинал, который создал Владимир Осинский и вместе с нами, с группой Ойме, я показала Эрику Муке, это лидер Deep Forest, и ему он сказал, что это очень хороший трек. Да, пожалуй, я прислушаюсь к твоему пожеланию сделать вариант еще Ваи, и он сделал концертную версию. И вот мы уже несколько раз успешно вместе с Deep Forest выступаем в различных городах и в разных странах, и он обязательно включает в программу эту песню. Ну, наверное, как бы все. Ну, мы ездим в этнографические экспедиции 5 лет, у нас большой материал, как-то я особо про это не говорю, но журналисты, кому нужно, опять же, знают. Я пару слов еще скажу, что спасибо огромное еще за что фестивалю. Дело в том, что 15 апреля у нас была презентация этого клипа в Москве, но она носила специально закрытый характер. Грубо говоря, этот клип видело какое-то очень маленькое количество людей, ну, по меркам медиапространства. И здорово, что мы уже знаем какую-то ответную реакцию. Это А. И Б, что мы в большом зале, при большом скоплении людей покажем клип. Люди привыкли смотреть видеоклипы в своих девайсах теперь, да. Очень круто, когда ты можешь услышать весь звук, увидеть все изображение, потому что мы за него очень в этом плане сильно боролись. Еще, что я хотел сказать про клип, это дипломная работа нашего выпускника школы клипмейкер Максима Быканова, молодой, очень талантливый начинающий режиссер. И у нас каждый ученик по окончанию обучения снимает свой дипломный клип, и очень здорово. Естественно, музыка попадается неравнозначная. Очень здорово, что человек, закончив школу клипмейкер, имеет такую стартовую площадку и прикасается, я считаю, к очень серьезной музыке. Это первое. И второе, что у этой музыки есть в этом плане будущее. Потому что, насколько я знаю, клип уже из договоренности его просто берут несколько музыкальных каналов, надеюсь, и федеральных. Это первый момент. Момент второй, что я считаю, надо поддерживать в нашем подобии музыкальной индустрии в России, да, надо поддерживать серьезную музыку. У нас, на мой взгляд, очень странный рынок. Если мы говорим про Запад, то, что касается world music, то, что касается альтернативы, тяжелой разной музыки, это целые мини-индустрии. Джаз, да, это та музыка, которая имеет свою прессу, свои печатные интернет-издания, телевизионные каналы. У нас с этим вот очень слабо. И считаю, что вот такое, ну, наша такая коллаборация школы, да, и серьезного музыкального проекта — это очень здорово. Потому что человек выходит не просто с каким-то там условно дипломом, да, а с работой, за которую, по-моему, ну, совершенно не стыдно. Это момент первый. Еще хочу представить нескольких участников этого проекта. Я, знаете, как сделаю? Я буду показывать какие-то фотографии прямо со съемочной площадки и, наверное, их комментировать. Но это Ежевика Спиркина, вы уже поняли. Я просто пройдусь по... Вот это наш оператор-постановщик в бейсболке. Костя Симакин, очень перспективный молодой оператор, закончил в ГИК, уже сейчас очень востребован. И мы как школа рады, что мы уже не один проект с ним сделали. Вот сзади с бородой это как раз вот Максим Быканов. Вот я, видите, это наш Максим, режиссер-постановщик. Это тоже наш ученик Дима Сапачев. Он снимал «Making of», фильм о фильме, который мы вам сейчас покажем. Еще стоит отметить Марио Форелли, это танцовщик и хореограф, вот он стоит с цепочкой, да. Это человек, который работал с цирком Дю Солей, он сейчас сотрудничает со многими российскими музыкантами как хореограф, в частности он работает, причем с такими разными, как, например, такая диаграмма от Легалайза до Сергея Зверева, еще делает собственное шоу. Не могу не отметить продюсера клипа Элину Глазунову и генерального продюсера школы «Клипмейкер». Это большой такой продюсерский труд. Я вот сейчас не хочу кого-то упустить и сам. Это я. Это я. Это типа я контролирую все. Ну, наверное, из таких главных, скажем, бойцов я, наверное, всех назвал. Предлагаю сделать так, чтобы мы не превращались в каких-то лекторов. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы перед тем, как мы покажем вам всякое видео.
Да. Пожалуйста. Вас как зовут, прошу? Роман меня зовут. Очень приятно. Я из студенческой газеты СМИ «Зачет». Будьте добры ответить на вопрос. А это ваше настоящее имя, Ежевика? Мне просто очень интересно. Ответ понятен, по-моему. Это, наверное, один из самых распространенных вопросов. Я не хочу об этом говорить, потому что много раз я говорила, что... Ну, в общем, я даже не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать. Да, это мое имя, да. Facebook иначе бы меня не зарегистрировала, я представляла паспортные данные. Обидно. Поэтому у меня 2 аккаунта. Я подумала несколько лет назад, что, наверное, Facebook обиделся, что я хотела зарегистрироваться латиницей и зарегистрировалась кириллицей. Быстренько. Facebook не успел среагировать, он прям мне пишет: подтвердите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. Я отправляю паспортные данные, хотя, в принципе, это делать нельзя, ну, копию, ну, я не знаю, 5 лет назад я вот как была наивной, так и осталась, ну, ладно. Но они говорят: ой, извините, простите, все хорошо, но теперь у вас 2 аккаунта. Я говорю: выбирайте любой. И они прям щедро оставили 2. Поэтому, представляете, я себе дополнительные лайки могу ставить. Вы видите, мы общаемся, ну, вот настоящий прям ведунья, и она просто напрямую общается с Фейсбуком, как это круто. Я хочу сказать несколько слов про клип, про Макса Баканова. Он отлично чувствует музыку, ритмику музыки, он действительно делает динамичный монтаж, что по моему характеру. Это я сейчас такая спокойная сейчас. Ну, да. А так я достаточно эмоциональный человек. Алексей Дубровин сделал очень цельную картину из вот этого динамичного монтажа. Он выбрал, ну, наверное, если говорить насчет меня, какие-то кадры, да, где, ну, возможно, проявляюсь вот не вот эта вот эмоциональная и энергичная Ежевика, да, но какая-то такая, когда я нахожусь как-то все-таки в экспедициях, одна наедине с собой. Ну вот. И немножко, если уж мы затронули тему про вот такую неформатную музыку, да, вот сейчас вот пришел там комментарий на Musicbox, вышел репортаж там, ну, в новостях про вот эту закрытую презентацию. Кстати, проходила она в Эмпорио кафе, это музыкальный клуб Байгали Сергибаева. Байгали Сергибаев, мне кажется, до последней секунды не верил, что будет Deep Forest. Байгали — это лидер неизменной группы А-Студио. Ну вот. Ну, в общем, ну, надо понимать, я была очень, ну, как бы я удивлялась, но думаю, ладно, хорошо. Задача была вот этой закрытой презентации рассказать другим журналистам, то есть более, наверное, ну, я скажу, может быть, не совсем корректно, более попсовым об Ойме, которая исполняет вот такую вот музыку не, вот, как бы, ну, не эстрадного такого прям характера. И действительно был московский комсомолец, и что-то как-то их прям так зацепило, что они и в печатном издании и так написали, и хорошую такую статью вообще. Прям большое спасибо журналистам, потому что вот поскольку мы не коммерческий проект, нас никто не поддерживает, благодаря отклику такому горячему зрителей, слушателей и журналистов группа существует и развивается. Вот, поэтому вот я хочу признаться в любви сейчас журналистам. Вот так вот. И, в общем, получилось, что отзывы такие. Неформатная группа, получается, в попсово-глянцевой обстановке. То есть презентация была сделана по всем канонам такой, как бы, тусовочной атмосферы. Ну и замечательно. В общем... Кстати, я хочу подтвердить, просто на презентацию, естественно, мы приехали заранее, и такой шепоток все время: неужели приедет Deep Forest, неужели приедет Deep Forest? Да, и Deep Forest специально приехал на презентацию,
И это был потрясающий концерт, во-первых, группы Ойми, а во-вторых, это была действительно такой, просто настоящая коллаборация. Я вам кусочек просто покажу из концерта. Видео любительское. И когда приехал реально Эрик, я просто услышал, люди там музыканты были, говорят, вот он идет, он живой. Я ему передам. Я пока фоном поставлю, давайте, по-моему, был вопрос, да? У меня вопрос. Меня зовут Андрей, продюсер, сценарист, режиссер. Хотел бы узнать, как вам, по поводу клипа, как вам было участие как бы в этом клипе. Как я увидел уже то, что там было какие-то здания такие там и так далее. Расскажите, пожалуйста, вот ваш вот день. Сколько дней, во-первых, снималось, как много вас было и как ваши ощущения. Потому что, зная, как снимаются клипы, это иногда тяжело. Ну, я люблю камеру, люблю там что-то себе построить. Ну вот, «Вай» — это моя любимая песня, в основе рязанская песня, свадебная, с такой насыщенной женской энергетикой. У нас многоголосие в традиции такое женское. Вот, оно такое получается зычное, такое тяжелое. И сама аранжировка подчеркивает вот это вот. Обстановка, во-первых, там какая-то камера необычная была, поэтому там достаточно киношная картинка. А давайте мы сделаем проще, ребята. У нас будет такой некий видео-ответ, да. Я единственное, просто как продюсер всего этого проекта скажу, что Ежевике можно поставить памятник. У нас был не один съемочный день, просто в один съемочный день Ежевике пришлось фактически, не фактически, а просто обнаженный зайти в воду. Я думаю, вода была градусов, наверное, 10-12. Да? Нет, 3 градуса было тепла на улице. Вода, да. Я не знаю, сколько была вообще. Но я ничего не помню, потому что в меня влили крутой коктейль. Сейчас вам открою секрет. Все рязанские секреты вы сейчас узнаете. Я думала, что национальная самогонка, настоянная на мертвых пчелах, это убойно. Оказывается, нет. То есть в национальной вот этой вот самогонке это как бы местный виагра считается, да? А они мне влили коктейль. В принципе, я думала, что что-то не так. Но я ничего не помню, правда. Первый раз в жизни я вообще ничего не помню, как я там заходила. Я просто смотрю, там бэкстейдж. Я попросила, чтобы мне скинули. Ну вот, и я вот как вот предчувствовала, что я кому-то пристану, действительно пристала. Ну, в общем, это был такой несколько... Для руководителя мне немножко стыдно, хотя наши ребята из коллектива сказали, да ну ерунда какая-то, мы тут думали, сейчас будет эротик-шоу, а тут вообще ничего такого. Я учила нашего режиссера молодого, как правильно целоваться по-мордовски. Это все. Я вам сейчас маленькую историю скажу. Я как режиссер буквально месяц назад снимал в Турции клип группе «Бандерас», наверное, вы знаете. И в Турции уже, в принципе, март, весна и так далее. Но там должна была быть одна сцена, где ребята из группы поют в воде. Температура примерно 13 градусов. Да. И они очень переживали из-за этого. Я говорю, что вы переживаете? У меня ежевика вылезает в воду в любых условиях. И говорю, да, соответствуйте, пожалуйста. Условия: коктейль. 400 грамм водки и размешанный с чаем. Сладким. Да, то есть после этого ребята еще пытались в меня впихнуть котлеты, да, которые, естественно, чудесным образом, ну, понятно, я не пью столько. Честно, даже вот, несмотря на то, что гастрольная жизнь, никак. То есть все. Но мне Элина говорила, что я очень требовала, чтобы меня отпустили в эстонское посольство. Это было накануне нашей презентации первого альбома, ну, больше какой-то такой этнографии. Если хотите, я могу рассказать про этот альбом. Он касается больше экспедиций, и там целый культурно-этнографический проект, который называется «Штаттл», «Свеча». Ну вот. И я должна была с человеком, ответственным за культуру в эстонском посольстве, Мироновым Дмитрием, развешивать фотовыставку. Я прям просто стремилась в это эстонское... Я же человек-то какой ответственный, надо же вовремя прийти. Вот, тем более эстонцы, которых я так люблю, наши, ну, как бы финно-угры,
Хорошо, ребят меня не пустили, потому что прошло несколько часов, как бы, вроде как бы мне полегчало, да. Я приезжаю в посольство, очень быстро все развешаем, очень быстро, но на меня очень странно поглядывает Дмитрий. Ну вот, я соображаю, извините, у нас были съемки. Но отношения эстонско-российские не подорваны, надеюсь. Нет, мне кажется, они больше укрепились. Давайте я отвечу визуально на вопрос, как вообще все это было. Посмотрите наш маленький фильм, такой making of, как вообще мы все это снимали. Так видно? Сегодня мы снимаем мой дебютный проект. Мы будем снимать музыкальный клип, в принципе, нет, мы уже в процессе, мы уже снимаем музыкальный клип для группы ОМ на песню под названием Fire. Мы не случайно выбрали именно это место, оно просто изобилует своей нереальной атмосферой, мрачностью и мистицизмом, на мой взгляд. Невероятной мистической силой. Очень скоро вы увидите, как наша главная артистка будет ходить по этому мрачному, на первый взгляд, помещению в белоснежном развивающемся платье. Это будет просто невероятный и волшебный контраст настроения. В чем вообще заключалась твоя работа и эти гримонки, что они делали в клипе? Актриса стояла с ними, и наша задача была сделать это и следить за безопасностью, что мы, в принципе, сделали. Какое твое ощущение от процесса? Здорово. Впервые был на таком мероприятии, и эффектно все произошло. Очень впечатляет, что нам удалось попасть на это действие, что мы помогли в создании. Все здорово. И это был крайний кадр. Всем спасибо. Мы сняли! Да, вот такой у нас небольшой фильм, как мы это делали. Аплодисменты. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Если нет, я тогда покажу вам пару наших тизеров. Ребят, вопросов нет? Хорошо. Тогда я покажу вам, у нас вообще два тизера. Скажем так, один такой серьезный, официальный, другой маленький, несерьезный, неофициальный. Начну с маленького и несерьезного.
тогда вдогоночку вам сразу вы будете первый, да, кто увидит сейчас кусочек этого клипа именно в тизере уже. Насчет слова «вая». «Вая» вообще «эх» и «вая», «х» и «ёх» и «ва» и «ёх». Вообще вот эти вот такие припевки, они ничего в принципе не значат, да? Возможно, обладают определенной, ну, свойственной для народной культуры каким-то культурным кодом, но эти слова присущи для свадебных жанров, именно вот эрзи. Ну, в общем, когда мы слышим вот это «эх» и «вая», мы с большей вероятностью можем сказать, если поют на эрзианском языке народную песню, что это свадебная песня. Ну вот, в общем, вот так вот. Поэтому у нас как песня вся в культурных кодах, так, можно сказать, и клип, можно тоже прочесть всякие разные коды. Еще неблагодарное видео как-то рассказывать о клипе. Буквально чуть-чуть я коснусь того, все-таки, от чего мы отталкивались. Дело в том, что вот сейчас Ежевика заговорила про слово «вая», песня не на русском языке, не на английском языке. Это очень странно вообще для любого уха слышать такую музыку. И мы, когда думали, что вообще мы хотим, мы с Максимом как-то это разрабатывали, было много разных вариантов. Мы для себя четко решили, что мы не будем строить какую-то историю драматическую, да, и нам нужно было как раз передать определенные какие-то коды. Вот это о том, о чем сейчас говорит Ежевика. И поскольку все-таки у этой песни есть такое свадебное начало, нам нужно было, мы хотели немножко какой-то линии, да, это показать, и в то же время мы не хотели скатиться в какую-то в этом плане этнографию, да, чтобы это не было какое-то этнографическим произведением, поскольку музыка, на мой взгляд, расширяет границы, да, она абсолютно, я считаю, в стиле world music. Мы хотели и видео такое сделать. И, в общем, мы построили наше видео, кто будет завтра, все это увидите, да, на таких столкновениях стихий, которые вообще в любом проявлении существуют. Да? Это имеется в виду и стихии вода, земля, воздух, небо, огонь, точнее, извините. И в то же время это такое столкновение природы чистой, да, и индастриала, который существует. И человек и без того, и без другого жить не может. Вот наша как бы была главная идея, как это получилось. Не буду там себя, Максима, Ежевику нахваливать, вы увидите завтра первыми вообще в России. И очень надеюсь, что и у Ежевики, и у проекта, и у Володи Осинского с этим проектом будет большое будущее, и будущее именно международное. И поэтому, думаю, здорово и символично, что мы презентуем клип тоже на международном кинофестивале. И фестивалю огромное спасибо вообще за организацию и за то, что такое предложение вообще прозвучало, потому что для меня это вот, я сколько лет снимаю клипы, и это делаю почти 20 лет профессионально. Вот такой беспрецедентный случай, что премьера клипа была на кинофестивале. И все-таки я жду какого-нибудь каверзного вопроса. Давайте, не стесняйтесь. Да, здесь еще, кстати, солнце. Я вчера выезжала из Москвы. А здесь солнце. Ребята, у нас-то там зима. И в Питере, и в Москве, а здесь уже лето. Все, мы исчерпались, да? Привет, да? Да. Ребята, расскажите, я чуть-чуть, простите, я позвоню, расскажите о каких-то проблемах, которые было сложно решать вот на грани. Было что-то? Какие-то препятствия серьезные? Имеется в виду в съемочном процессе? В съемочном, в подготовке, в постпродакшене. Ох, я считаю, что вообще этот проект, он, скажем, просто честно, одна большая проблема, и она понятна мне почему. Когда сталкиваются лбами настоящие художники, всегда очень сложно.
А то, что касается производства, то все было, я считаю, очень на уровне. Даже Мейкинов немного отражает, да, как мы в этом плане были. И где мы были, на что мы снимали, да, как мы были организованы. В плане организации я считаю, что здесь и Максим очень большой молодец, потому что мы не то, что недалеко каждому студенту могли бы такую работу доверить, да, это просто какой-то штучный продукт. Это не говорит, что студенты какие-то плохие, а какие-то хорошие. Просто есть люди, которые такой материал просто не потянут никак. Они просто не мыслят такими категориями, понимаете? Проще, никого не хочу обидеть, но не знаю, там мальчик встретил девочку, у них зародилась какая-то типа любовь, как это в клипах бывает, типа что-то из этого вылилось. Там, то ли дети, то ли они разошлись. Да? Это уровень определенных понимания кодов, там, культуры и к определенной публике посыл. Да? Он очень был серьезен, Максим. Я не могла с ним вообще сначала разговаривать. Не, Максим, потому что он боялся ко мне подойти. Максим вообще у нас серьезный, я его, не знаю, месяц готовил. Это что же, знаете, это тоже отдельная вообще история, как вообще подвести студента к настоящему артисту. Потому что тут очень много вообще проблем. Это же не так, давай, Петя, давай будем чем-нибудь сейчас снимем, да? Тут ситуация другая, студенты снимают за реальные деньги, на них лежит мера вот этой ответственности. Музыканты, если действующие, значит, у них какие-то планы по поводу своего трека, это какая-то политика, это какие-то релизы, это какая-то медийка, да, поэтому это не простой проект, скажем так, да, но я думаю, он другим, наверное, и не мог быть. По-другому ими не бывает, во-первых. А во-вторых, да, получается... Кстати, я прошу прощения, и Максим приедет завтра, он будет на гала-концерте, он будет здесь завтра, и я думаю, что он уже нервничает. Потому что он свой клип впервые увидит сам, да, уже, он увидит на большом экране, я знаю, что это такое. Я скажу сейчас глупости, но посоветуйте ему памперсы взять. Ладно, описывается счастье, наверное. Не знаю. Короче, Максим удивительный человек. То есть сначала он не знал, что сказать, но он мигом почувствовал ритм песни, энергетику, длинные волосы, что нравится зрителям, что они там раскидистые такие вот, все вот это вот, что я могу даже, кстати, ими махать. Ну вот. Дрессура, конечно. Да. Ну вот. И уже там клип делался очень долго, из-за этого возникли большие проблемы, как бы не у меня, вопросы, точнее, не проблема, а вопросы у другого человека, который участвует в проекте. И, в общем, так получается, если вначале Алексей Дубровин нас дружил с Максимом Бакановым, то к концу производства этого клипа Максим Баканов пытался подружить Алексея Дубровина со мной. В общем, вот так вот бывает. Мы просто как настоящая итальянская семья существуем в этом проекте. Что ценно? Вот что-то пока говорил Ежевика, у меня тоже какая-то мысль важная была. Сейчас я вспомню. Всегда я говорю глупости, у кого-то сразу важная мысль проявляется. Нет, это нормально. Когда вообще прикасаешься к чему-то чистому и прекрасному, тут же так бац, сейчас что-то я хотел сказать. Это был более развернутый ответ на твой вопрос сейчас. Я могу записать на Фейсбуке, что я чистая и прекрасная. Начинай. Сейчас, ребят, просто честно сбился, я вспомнил, хотел что-то вот прямо важное. Я вспомнил, мы забыли одного человека, это девочка Катя, которая у нас снималась, да, ей нереально колоссальное спасибо, вы, наверное, в тизере ее увидели, вот, просто с детьми, Маша, прошу прощения, Маша. С детьми работать вообще очень сложно, на детей нельзя кричать, дети быстро устают, дети даже понимают, но они уже уставшие, не могут делать то, что их просят. Ну и на съемке, как обычно, и папа, и Маша очень ответственны, они приехали заранее, они просидели очень долго, и я думал, вообще выживет ли ребенок. Без Ребята, слов. очень тоже прохладно было, 10 градусов тепла. Ну вот, значит, вода входила 3 градуса, а тогда было 10. Но 10 градусов, когда там сколько часов продолжались эти съемки? Ну, часов 16, наверное, я думаю. Я понимаю, что был отапливаемый вагончик и так далее, но все равно, вот, конечно, для ребенка, да.
И она просто настолько, я преклоняюсь перед ней, потому что не было ни капризов, ни слов, ничего. Она все делала, все выполняла, и мы вот обязательно, когда уже в Москву приедем, будет релиз, да, мы с ней свяжемся, чтобы просто ей тоже показать все это дело. Это важный участник наш, это целый герой, да, у нас в клипе. Поэтому вот что я забыл вам сказать. Есть, Алексей уже говорил про эту очень правильную мысль, что не делать слишком много этнографии, сделать такое такие какие-то, опять же, культурные коды, да, которые прочитываются разными людьми, разной национальности, в общем, с разных континентов. Да. Но это и есть world music как раз. Да, вот. И поэтому, если честно, я поддержала эту идею, потому что вот реально, когда мы разговаривали несколько лет назад, вот сначала не с тобой, а с режиссером в Мордовии, естественно, они прям делали акцент на этнографию, да, но там реально был бы какой-нибудь там трэш, там, например, курица, которая там с отрезанной шеей, я имею в виду жертвоприношение и так далее. Но нас не взял бы, наверное, ни один канал бы такое, да и не особо было бы приятно на это смотреть, все-таки это как бы в традиции нормально там, а сейчас в современном мире многие люди воспринимают, это, что это какие-то... Они не знают, почему это так делают, и поэтому смотрят это как на какое-то убийство и так далее, когда есть кровь. Но без крови тоже не обошлось на съемках. Рассказать? Получается, что это бывает всегда, часто, не знаю, когда особенно какие-то такие глобальные вещи, на самом деле съемка клипа вот это вот все-таки глобальный, ведь там просто несколько локаций было. И когда расчищали площадку, люди, которые расчищали площадку, видимо, не особенно тщательно расчистили ее. Если, что говорить, если я на сцене, когда я падаю на колени в порыве, вот мне хочется падать, я падаю, да? Я падаю так, что у меня коленки, в кровь разбиваются, то там, получается, нажить какие-то стекла, и, в общем, получается, что потом я ходила по рукам кровь, по ногам кровь, это потом уже люди видели. Я, конечно, ничего не чувствовала, потому что процесс был очень такой увлекательный. Камеры там тебя снимают, ты размахиваешь волосами, на тебя льют цемент. Не льют, а сыпят цемент. Кстати, Ежевика вспомнила, да, про экстремальную ситуацию. А еще у нас случилась очень экстремальная ситуация прямо на съемках. И, кстати, я даже не знаю, Ежевика знает или нет. Дело в том, что нам предоставили вот это помещение, это завод, да, и у нас была проблема, как всегда, с подключением. Кто главный на площадке? На площадке главный не режиссер, а электрик. Причем, как моя практика показывает, почти всегда электрика зовут почему-то либо Коля, либо Вася. Вот это 100 пудов, да? Леш, надо батарейками запасаться тогда. Это целая лекция, это best boy, надо долго рассказать Ежевике. Ситуация такая, что очень многие ребята, услышав трек, сказали, мы готовы сделать скидки, мы готовы просто поучаствовать за искусство или просто за какие-то символические деньги. И бригада дольщиков, они просто, увидев, что у нас есть какая-то некая проблема, человек сказал, я сейчас просто метнусь в машину и кое-что куплю, для того, чтобы все подсоединить. И когда он ехал в машине, он попал в аварию, и он был неправ. Попал он на очень большую сумму, потому что он тут же на месте рассчитался, с человеком. Приехал, ничего не говоря, приехал на мятой машине, привез все, что нужно, и только в конце сказал, да, что-то я поторопился, надо было ехать не так быстро, потому что он реально, его зовут Боря. Боря попал в аварию. Я говорю, слава богу, что ты вообще живой, да? У него просто была реальная вмятина. Сейчас это все воспринимается, конечно, с таким немного юмором, вообще все это, конечно, в этом плане серьезно. А если говорить, я никак не оправдываюсь ни о батарейках, это просто нормально, когда ты приезжаешь на какую-то локацию, которая тебе достается долгими уговорами, даром, да, ты просто уговариваешь людей, то может такое случиться, что люди сказали «да», и просто забыли вызвать человека, который должен нас просто подключить, а мы даже не имеем права это сделать, что там и было. Короче говоря, все проблемы мы решили, все мы сняли, вас с удовольствием ждем завтра на гала-концерте, приходите вообще не только ради нашего клипа, а ради вообще фестиваля.
Воронежу спасибо. Если вопросов нет, наверное, мы исчерпались, мы все, что хотели, могли, сказали, показали, презентовали. И если здесь есть пишущие журналисты, я думаю, действительно очень вас агитирую подойти к ежевике, потому что это целый кладезь, и таких людей очень мало, кто так настолько кропотливо, тщательно что-то делает в музыке и об этом знает. Я думаю, вот реально, что делает ежевика, она об этом знает все. Какие обряды, откуда эта песня, что это слова, какие коды, какие смыслы. Это вызывает большое у меня просто человеческое и профессиональное уважение. Так что, если вопросов нет, вам всем огромное спасибо. Ждем вас завтра.